Если тебе становится скучно, значит, ты что-то в жизни пропускаешь. Поэтому я вдруг резко что-то стал готовить. И в итоге он стал покупать непонятные продукты, которых на белорусской кухне быть просто не должно. График подвижный, жизнь подвижная. Руки должны быть все время в чем-то, как сейчас в муке, чтобы все время что-то ощущать. Мы сейчас делаем пирог со шпинатом и сыром, но поскольку шпината в наших магазинах мы не нашли, поэтому шпинат исключается. И мы заменили его свежим укропом, петрушкой и грибами. Я относилась к тому просто типу людей, которые ходили на все кружки подряд. Это открылся кружок по вязанию, да, я пошла на кружок по вязанию. И я пошла в комиссионку и купила машинку за 20 тысяч белорусских рублей. Я вызвала мастера еще за 20 тысяч белорусских рублей, все это починила, и с тех пор все работает. Кто должен готовить в семье, женщина или мужчина? Но я ничего не делаю дома, кому надо что подшить, я ничего не делаю. Жареные пельмени со сметаной. У нас просто есть такая штука в семье. Когда кто-то кому что-то советует, мы все говорим: а ты умен. Я умею делать только кукольную одежду, я умею делать только кукол. Ни один кукольник этого не хочет, чтобы его куклы были на него похожи. Каждый второй человек считает своим долгом сказать, как они на вас похожи. Ой, девушка, ну это же вы себя рисуете. Но все они были чем-то вот, меня зацепили, у каждой было свое имя и своя такая вот маленькая история. Это авиатор Амелия Экхарт, первая девушка-пилот, которая перелетела через Атлантику и вообще получила лицензию на полеты в Америке. До этого считалось, что девушки летать не могут. И она, конечно, этот вот стереотип переборола и стала героем Америки. У нее была удивительная судьба, она была героем авиашоу. Она летала на немыслимые расстояния, и, к сожалению, во время перелета вокруг земного шара она пропала без вести. Ее самолет нигде не приземлился, как и самолеты Экзюпери, Глена Миллера. Что делать с моцареллой? Порвать ее? Порви вот сюда вот прямо вот. Еда объединяет вообще все народы. Стирает все расовые условности. Блинчики с кленовым сиропом. Вот, кленовый сироп. Привезите нам кто-нибудь кленовый сироп, кричали мы всей семьей. Привезли нам кленовый сироп. Хуже в жизни я ничего не пробовал. Человек обрадовался, когда попробовал с блинчиками. Не зря в фильмах говорят: блинчики с кленовым сиропом. С блинчиками это... Вот сейчас мы съездили в музей велосипедов, и там был такой очень яркий ретро-плакат, вот очень похож на такой плакат. Там она была в красном пальто и в красной беретке, и плакат примерно 1938 года. И она настолько там красиво с этим велосипедом стоит, что вот мне просто захотелось такую куклу. Вот именно сделать такую куклу, чтобы она была похожа на эту девушку, на этот плакат. И настолько нам понравился сам музей, что мы решили этому музею ее подарить. Если надо задобрить моего папу, вот если накормить его златкиным пирогом, все, человек меняется в лице. Вдруг на книжной ярмарке я нарываюсь на книгу «Крем-брюле» на французском языке. Сделали крем-брюле, получилось, слава богу, но нету горелки. В итоге нашли нам эту горелку, привезли через полгода только. И вот эти полгода мы ждали, когда же мы попробуем крем-брюле, но крем-брюле оказалось выше всяких похвал. То же самое происходит и с пирогом из оленины. Найди ты оленину сейчас в соседях. Приходится искать друзей охотников. У нас готов пирог, мы можем его поставить в духовку. Вот этими руками можно много чего добиться, мне кажется. Поэтому это вот творчество, которое имеет продолжение в жизни. Эти куклы потом они все где-то живут. Надеюсь, что будет вкусно. А будет вкусно! И никогда это не будет каким-то несовременным. То, что ты умеешь делать, валять валенки, или печь пироги, или строить дома. Очень важно продолжать жить в каком-то вот творящем ключе, в том числе таких вещей, вроде бы и простых, и, возможно, в мире одноразовом и не слишком нужных, но раз мы к ним тянемся, другие люди тянутся, и да, и вот они вот теплые, и все это прекрасно. Потому что все теплое должно быть. Как и пирог. Мы пирог! Ура! Может быть, это частичка души. Это какая-то загадка, я ее не разгадала. Люди улыбаются, и мне этого достаточно. Как-то ясно спросили, ясно, в чем смысл жизни? Она сказала, что сказала? Улыбаться. Улыбаться.